Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Здравствуйте, меня зовут Эрлан Кукулов, и это проект «Не сахар». Скорее всего, вы меня знаете как журналиста телеканала «Апрель». Ребят, что вы делаете? Я не понял, Данный продукт имеет маркировку на кыргызском языке, имеет дату изготовления, имеет срок годности, но товарный вид данного продукта нарушен, поэтому его нельзя продавать. Но теперь я не журналист и не блогер. Я все еще простой потребитель, такой же, как и вы. Снимайте видео, делайте фотофиксацию нарушений, и мы обязательно приедем в этот магазин. И независимо от прошлого, я самостоятельно решил продолжить свой путь в борьбе за права потребителей. Сундырба был частная собственность. С вашей поддержкой мы уже многое изменили и готовы многое менять. Вот 1170 сомов вот эта вот игрушка, условно говоря, стоит, да? 1700. Ну, 170. недешево. Ну, недешево, да. Барабан какой-то. Барабан какой-то. У этого барабана есть warning, да, предупреждение. Да. Вот. И если ты разговариваешь на английском, ты это предупреждение понимаешь. Если ты не понимаешь на английском, ты это предупреждение не понимаешь. Не для 3-летних детей. Написано. Да. Второе. Нет обратной связи. Ну, у нас вообще мало кто понимает английский. Прям вот Нет. Хорошо, нет обратной связи. Кому ты должен... Вот если ты купил эту игрушку, пришел домой, эта игрушка причинила вред твоему ребенку, условно говоря, да? Вот кому ты обратишься? Вот это же магазин. В этот же Я по купил. идее, этот магазин отвечает, да, за ту продукцию, которую они продают. Но у тебя еще должен быть ответственный человек в Кыргызстане, который представляет данную компанию. В этом случае, вот смотрите, Chip Maxi, есть аннотация, сделана в Беларуси, вот, есть аннотация на русском языке, есть аннотация на кыргызском языке, и есть представитель на территории Кыргызской Республики, это официальный импортер в Кыргызстане, ОСО, Росигрушки, адрес есть, город Бишкек, улица Медро, и есть телефон номер. Я тебя понял теперь. Понял. Угу. Вот. Это по стандарту. Вот Это так по стандарту. должно быть. Вот, Наклейка, все. да, То есть в случае того, случае. что если с ребенком что-то случилось, у тебя есть люди, которые за это отвечают. Именно что-то случилось по здоровью, Да. или она сломалась и просто... Нет, по здоровью. Сломалась, здоровью. ладно, хорошо. Это ладно. Да, ладно, хорошо. Или игрушка была некачественная, ты можешь сюда обратиться и сказать, вот мы купили игрушку, была некачественная игрушка, да? Там Вот, что-то, в чего-то не основном хватало. по здоровью, если вдруг что-то, аллергия, да, какая-то. Ну, я основной, да, акцент делаю на то, чтобы это было не аллергия, не отравление и тому подобное, да? И вот в этом случае некому предъявить претензии, кроме этого магазина. Я тебя понял, получается. Вот эта игрушка, она не... Должна быть маркировочка, да, какая-то наклейка. Да. И должен быть представитель на территории Кыргызской Республики, который будет отвечать за эту данную игрушку. Сиз бияктештеп некачественный ойыншукту, ну, вообще, качественный продукт от некачественной продукции сможете отличить? Вот, пожалуйста, штрих-код стоит, аннотация товара бар, кыргыз тилине которулган, орус тилине которулган. Где отвечающее лицо на территории Кыргызской Республики? Кто отвечает? Ну, бизге келген товары, бизге керектүү аннотация кыргыз тилине которулганы, полностью бул жагына да. Жок, бул азыр некачественный продукция кирет деп туурабы? Бизге пока андай маалымат түшө элек да. Бул некачественный, бул качественный депчи бизге болгону коюлган талаптар менен, ошол талаптар менен иштеп Мына коюлган талап Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын коюлган талабы мынакей. Орус тилинде аннотация, кыргыз тилинде аннотация. Жана сиз көрсөткөн, кстати, аннотация эмес ал. Ал жөн эле мындай наклейка эле ал. Анан мынакей. Росигрушка, город Бишкек, улица Медро, 44, да? Телефон номер жазылып турат. Вот мына могул отвечает оюнчук. Бул жерде бир 90% оюнчуктар отвечать этпейт. Мен сизден азыр суранып кетерим, ошол оюнчуктарды биактан алып койсоңуз. Все, болду, бул жагын эме кылабыз, биз руководство сүйлөшүп туруп. Жок, мен руководствону күтө албайм, мен азыр алдырдым. Жок, биз азыр сүйлөшүп бул фирманы чыгып туруп, фирма менен алдыртабыз да. Жок, эмнеге фирма менен алдыртасыңар? Фирмасы жок эле алдырткыла эмнеге? Силер муну сатканга акыңар жок. Мен руководство менен сүйлөшүп, ошо руководство менен чечип эме кылайын, мен айткен өзүмдүн руководителерим бар. Сиздин ошо прямой руководительдериңер дагы ошол неменин сатып алуучу кардарлардын мыйзамын бузуп атат да. Ошол себептен мен силерден азыр могул оюнчукту ушул жерден руководствоңуз менен анан чечиш жолго биз кеткенден кийин азыр бул оюнчуктарды алып койсоңарды суранам да. Бизде суроо ушу именно оюнчуктар боюнча болуп атат азыр, Ооба. Оюнчуктар боюнча. Все, каша азыр мен сүйлөшүп такташып алайын,
одинаковый, но качество. мен үлкенсімен сөйлештім азыр. Сіздің айтқаныңызға рахмат, азыр полностью сөйлесеме қылып, шешіп көзсеме аласыз да. Жок, мен алып келип алайынбы же өзүңөр эле аласыңарбы? Ошондо сурайт. Сіз не себептен аласыз дегенім да? Анткени силер некачественный оюнчуктарды биздин бала чакаларыбызга сатып атасыңар. Мен алганга акым бар, муну чыгарган ушул жерден менин көзүмчө алып коюлган да. Biz азыр не себептен алышыбыз керек? Неге таянып, кайсыгы эмнеге таянып алышыбыз керек деп жатканчы? Не себептен? Мындай, мен сизге түшүндүрүп атам. Сиз граждандык активист болуп бизге келип атасыз, туурабы? Бизге Мен жаран катары келип атам. Сиз бизге жаран катары келип атасыз. Сиз жаран катары келип бизге замечание коюп жатасыз. Претензия. Могу претензия коюп атасыз. Могу турган товарлардын сапаты сиздин айткан сөзүңүз боюнча сапаты соответствовать этпейт. Жооп бербейт. Жооп бербейт. Сиз бизге айттыңыз, биз сизди уктук. Сиз айтканыңызга чоң рахмат. Бул жооп бербейт экенин биз түшүндүк. Бирок дальнейшем биз өзүбүзчө өз чарабыз. Жок, мындай да, силер өз чараңарды, мен түшүнүп атам, силердин өз чараңар бар экенчи. Вопрос: есть качественный продукт, который вы можете и имеете право продавать, и есть некачественный продукт, который вы абсолютно не имели права даже сюда ставить. Силер муну койгонго да бияк акыңар жок болчу. Бул полкага чыгарганга акыңар жок болчу бул нерсени. Анткени бул заведомо некачественный продукт. И сиз ушул магазинде иштеп туруп ушул нерсени билбесеңиз, и сиздин руководствоңуз бул нерсени билбесе, анда фрунзе кечкин келбейлүү болсун анда. Силер каалаганыңар кыла бересиңер анда. Кааласаңар наркотик сатат экенсиңер да. Мындай чоп атпайбы, ушундай болуп атпайбы? Мындайча айтканда эме кылып атасыз да, агитация кылып атасыз да, фрунзе мындай экен, мындай сатат экен, тигине сатат экен, мындайча Жок, силерге чейинки магазиндердин баары алып коюп атат да, анан кийин силерге келгенде эле. Азырчы мындайча айтканда реклама кылып атат, фрунзе жаман, фрунзе мындай деп. Же алгыла, же кылам. Хорошо, я согласен. Мы не имеем права продавать некачественный товар. Я согласен. Я вам выявляю, что этот товар некачественный. Вы не экспертиза туурабы, сиз эксперт эмессиз. А здесь не надо быть экспертом. Биякта не надо быть экспертом. Сиз келип, жаран келип, могу товарды алла мына жакпай калды десе эле, биздин закондо бар, силер муну сатпашыңар керек. Жок, хорошо, закон. Мыйзамда бар. Буну сатпашыңар керек. Хорошо, мындай кылабыз. Мыйзам чечебиз. Мыйзам түрүндө чечишиңиз келсе, мен азыр оюнчукту алам, санэпидемнадзорго барып заявление жазам силерге. Анан ошол жерден штрафыңарды аласыңар. Ушуну чечиңер келип атабы? Закон, кандай закон болсо ошо закон түрүндө чечели. Хорошо, проблема жок. Хорошо. Азыр мен могул жерден бир оюнчукту сатып алам, анда бу эгер абдан закондоштугубуз келип атса, эгер биз мындай бири-бирибизди мындай жакшы тилде түшүнбөсөк, анда бир оюнчукту сатып алабыз азыр. Баке, вы видите, да, мы у вас некачественную продукцию сейчас покупаем. Правда? Я не вижу тут некачественной продукции. А вы до сих пор не видите некачественную продукцию? Некачественную продукцию? Весь жол түшүндүк бердим, качественный продукция менен некачественный продукция. Сиз мага законго таянып келип жатасыз, туурабы? Менин иштеген жериме бул жакка законго таянып келип жатасыз. Ошо законду сиз айтып жатасыз, сиз мага азыр бияктан реклама кылып атасыз да, кайрач фрунзе мынтип сатат экен, фрунзе тигинтип сатат экен, надо будет реклама кылып жатам деп айтып атасыз да? Жок, ооба, анткени сиз мен жөнөкөй мындай жаран катары келип айткансыз. Эрлан сатып алам дедиңиз. Сатып алам дедиңиз. Пожалуйста, сатып ала бериңиз. Мен эчтеке эме кылган жокмун дедим. Эч кандай сатып алам деген эмеге биз жолто боло албайбыз. Мы сейчас поедем в санэпидемнадзор, напишем заявление, и санэпидемстанция... нет, мы в экотехинспекцию или санэпидемнадзор поедем, сейчас решим. Скорее всего, в экотехинспекцию поедем, напишем заявление на данную продукцию, и то, что вот Фрунзе продает данную продукцию, и они получат свой штраф за это. Все, Рахмат. Ну вот, как вы уже видели, мы сейчас написали заявление в санэпидемнадзор. Они сейчас отправят мое заявление в Минэконом, оттуда получат ответ, и уже потом будет проверка. Я написал, что хочу участвовать в совместной проверке, вы это видели. Да. Сейчас я поеду отдавать этот некачественный продукт обратно в магазин. Вам как бы нет уже смысла туда ехать. Я хочу сказать, что продолжение уже увидите у Эрулана на канале. Ссылка какая будет? На тот же, на не сахар? Да. Все, оставляем тогда ссылку, но многие, наверное, вы его уже знаете. Продолжение у него будем смотреть на канале. Все, я поехал тогда. Все, Рахмат. Было приятно с вами познакомиться. Мне тоже. Все, удачи будем вам. дружить. Все, обязательно. Давай. Жана алып кеткен бул оюнчукту силерден санэпидемнадзорго заявление жаздым. Некачественный оюнчук сатканыңар боюнча. Анан муну азыр кайра силерге алып келип бердим да. Возврат. Возврат. Хорошо. Вот сюда фамилияңыз сейчас пишеміз. И тут подпись. Подпись. Вот таким вот образом может каждый человек купленный некачественный продукт или товар вернуть.
поначалу они не хотели даже это, не хотели убирать игрушки. Вот каждый раз, как не будут убирать некачественный продукт, мы вот так же будем поступать, писать заявление. Через Джон Бирсон, да? Все, рахмат сизга. Мы приехали в городской санэпидемнадзор по причине того, что мы писали заявление насчет некачественной игрушки в магазине Фрунзе. Нам позвонили и сказали, что в проверке данного магазина Минэконом отказал по причине того, что недостаточно оснований, чтобы проверять данный магазин. Сейчас посмотрим, зайдем вовнутрь и спросим, по какой причине все-таки нам отказали. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Да, обязательно. Нам надо... В обед еще ездить, еще снимать. Нам надо Снимать, и вы как раз снимаете. причину объявить. Да. Почему такая ситуация? Когда нам поступает заявление, мы с Канмиля отправляем в Министерство экономики на согласование предписания. И ваше заявление. Обязательно. Без этого, чтобы мы... Да, понятно. Именно ваше заявление на согласование предписания. Потом они нам отдают ответ, и тоже компьютерный ответ. На электронной почте пишут согласован или не согласован, и на основании чего. И вот мы вам даем документ, мы вам отписываем, то, что вы заявление написали, что нам отказали, мы вам написали, а вот именно, что Минэконом отказал вот это. Основания, они ссылаются на мораторий, постановление правительства. Вот мы вам по этому ответ написали, что это не согласовано согласно мораторию 586. Джекин, они вообще вот я написал вам заявление, потому что эта игрушка вы сами своими глазами видели, что она была некачественная, да? Понятно, мораторий, в постановлении написано согласовывать. Да, я вас понял, да, вы по-любому должны с Минэконом согласовывать. Это, наверное, если составляет угрозу, прям такую, как вот, например, пищевых объектов, вообще, я правильно написал заявление к вам, то, что... Или я должен был в другое место идти заявление писать? Нет, вы имеете сюда право написать, но вы еще в этот листе защита прав потребителей, да? Помните, да. И потом вы еще можете в таможню обратиться, почему, каким образом они проходят, да? Они же уже это реализаторы. Да. И им поставляют какие-то люди, поставщики, наверное, потому что они тоже перекупают и вам поставляют. Вообще, по сути, заявление я написал правильно, то есть... К вам, да. Да, это к вам, да? Мы регулируем какие-то регламенты, поэтому... игрушка не отвечала по техрегламенту именно, поэтому я вам не написал заявление. Эрулан. Эрулан, мы просто получили, видите? Мы вам должны дать. В смысле, вам вручить должны. Да, я понял. Почта, число. И потом можете в Минэконом даже обратиться. Не, мы сейчас вот поэтому поэтому у нас и съемки идут, потому что мы сейчас от вас едем туда в Минэконом. Минэконом можете обратиться на основание, Все. Я вам объясню. Да, вы все, что должны были сделать, вы сделали. Все, чем рахмат идет сизга. Мы получили предписание о том, что нам отказали в проверке данного магазина. Сейчас мы поедем в Минэконом и узнаем, по какой причине они нам отказали. Здесь они написали, что они отказали по причине моратория проверки малого бизнеса, но все-таки некачественная игрушка-то стоит на полках и он продается. Ассаламу алейкум. Қандай спика? Мен атым Эрлан Кокулов, не сахар бересі. Приемныйға кетсе болды. Что? Сейчас там гости приезжают. Встречайте гостей, мы вам мешаем, что ли? Не, просто по правилам там министр приезжает, поэтому... Видите, что нам теперь делать? У нас тоже рабочий день. Подождите, сейчас одну минуту. Не, мен приемную открою глянь лучше. Сейчас здесь. Не, мы давайте в приемную идем. Готова уже? Да, в сторону можно попросить? Не, сейчас я разберусь, подожди. Где они уже? Подъезжали. Сейчас, Ирлан, как вы сказали? Эрлан. Все, Ирлан. Подождите. Не, вы меня в приемную лучше пропустите, я там буду работать. Сейчас, одну минуту, подождите. Сейчас давайте пройдут люди. Когда все пройдут, я вас запишу. А я кто? Нет, Нет, люди пройдут, а я кто? я понимаю, мы ждем сейчас. Делегация просто. Тартат мне этот быть?
Эрлан, не нужно столько этого. Мен приемный өткөргүлө, мен конокторум, силердин конокторуңар келип атат да, менин конокторум келет эле. Ну хорошо, кыргыз мамлекеттин коноктору келип атат. Эрлан, не надо столько кипиша. Я же попросил 5 минут. Вы меня приемную пропустите и все. Сейчас приемно никого нету. Сейчас они придут. Мы вас... Люди придут. Да. А я так, да? Пожалуйста, нет, Эрлан, я ничего Нет, плохого не хочу сказать. Я тоже ничего плохого не Я хочу вас говорить. нормально У меня рабочее время. Билетал? Не, Давай, отойдем, ладно. Эрлан, сейчас. Можете выйти, пожалуйста? Чигалу еще, да, ребята. Пожалуйста, выйдите. Мы встретим, я вас запущу. Без проблем. Я вот здесь буду стоять? Эрлан, я вас нормально провожу. Зачем вы провоцируете? Не, а что вы значит нормально? А что вы можете еще сделать? Зачем вы провоцируете? Не, я вам говорю, я приехал работать, меня приемную пропустите, мне без разницы, кто там приехал, я вам серьезно говорю. Приемные дни есть, когда надо подойти. Один вы... Нет, я сейчас один, хочу. я вас пропущу. Нет, я с камерами пойду в приемную. Что значит? Что? Ну придется, значит, проходить. Эрлан, я вас Это что, резинный объект, что ли? Почему? На каком основании это Я резинный вам объект? все обосную. Пойдемте. Пожалуйста, Эрлан, я вас нормально по-человечески прошу. Пойдемте. Не, руки уберите, Ракен. Пожалуйста. Руки уберите. Я прошу. Я вас тоже прошу руки убирать. Пожалуйста, Руки. я вас еще раз прошу. Что такое? Что такое, Бэке? А? Какие ваши требования? Я попросил вас по-человечески. Нет, что значит по-человечески? Я по-человечески Вы представитель закона, вы по закону просите? Я вас как просил? Вы сами меня провоцируете на эти движения, правильно? Как вас провоцируют, Бэке? Они вас просил бьют, 10 толкают, что они Я делают? 10 раз вас попросил, пожалуйста, выйдите. На основании чего должен выходить? Потому что делегация мы ждем идет делегацию. сюда. Я сказал, что мы ждем Вы ждете делегацию. делегацию, не я жду. Ну вот, если вас Я это простой не касается, гражданин, тогда вы мне должны без были вообще разницы. выйти. Я же Почему? нормально попросил. Почему я должен выйти? Сейчас, одну минуту. Куда вы собирались? Мне надо в приемную, короче. Кого? Чью приемную? Мне отказали проверки субъекта предпринимательства. Ну вот так надо было сказать. А что вы тут кипишуете здесь, стоите именно? Ну вы зашли бы сюда и все. Здравствуйте. Уважаемый, все, может, хороший уже, а? Хватит, может, действительно. Удостоверение можно ваше? Удостоверение ваше. Ваше удостоверение, уважаемый. Вы обязаны. Это приказ у вас. Я вас нормально попросил выйти? Удостоверение Вы не выполнили ваше, моих. уважаемый. Я вас не буду выполнять. Вот это наша милиция. Обратите внимание. Здравствуйте. Проект «Не сахар». Меня зовут Эрлан Кукулов. Я писал заявление в Санэпидемнадзор насчет некачественной игрушки. И Минэконом, оказывается, отказал в моем заявлении. Вот, основываясь на том, что мораторий объявлен. Я бы хотел бы узнать, если мораторий объявлен, люди что, могут травить народ, да? Что хочет, то и делать с этим народом. И мы ничего не будем делать насчет этого. Вот. Мне важно узнать, кто вот ответил на вот это вот письмо. И я хочу пройти и спросить, почему отказали в проверке. Когда писали? На прошлой неделе писал. В среду или в четверг, по-моему. Нам оставили? Как? Вы нам оставили? Нет, я в Санэпидемнадзор писал. И? Санэпидемнадзор вчера дал мне ответ, что Минэконом отказал в проверке данного объекта. Хотя там продают некачественные игрушки. Там прям на лицо некачественная игрушка. Там нет ни аннотации, ничего нет. Кто производитель. Кто именно сказал? То, что мы отказали вот эти письма. Вот в Санэпидемнадзоре сказали, отказали в проверке. Можете пройти, пожалуйста, второй этаж, 216 кабинет. Да, конечно. Общий отдел. Ага, все, спасибо. Второй этаж, 216 кабинет в общий отдел. Ну ладно. Да. Хорошо. Что там у вас? Паспорт, удостоверение, что вы? А это что, резинный объект? Я не могу понять. Вот, режимный объект. вот удостоверение. Я вас, как гражданина, одного смогу пропустить, с камерами не смогу. Почему? Такой закон. Какой закон? Где это написано? Я не могу у вас камеру. Нет, где это написано? Мне Какой запрещено закон? просто. Кто запретил вам? Запрещено. Нет, кто вам запретил? Какой закон вам запрещает? Ваше начальство, Министерство внутренних дел, вы знаете, да, об этом? Министр ваше начальство. Вы в курсе про это? Кроме него никто вам ничего запретить не может. Еще что? Вот, пропускайте меня. Я не могу вас пропустить с камеры. Я могу вас пропустить как одного гражданина. Могу вас... Почему? Почему? Основываясь на каком? Я вам говорю, что я журналист. Я сюда пришел, основываясь на статье 4 о журналистике. Я имею право добывать информацию в любом общественном месте. Вы не имеете права меня ограничивать в этом. Вы, как человек в форме, как милиционер, вы вообще не имеете права ограничивать меня в этом. А что ты принципе? Я вас одного пропущу. Нет, я с камерами только прохожу. Я вас как одного пропущу. Только так смогу. С
камерам не запрещено пропускать. Основываясь на чем? Вы мне объясните. Вот я вам говорю закон, да? Вы мне законом ответьте. Я не могу вас запустить с камеры. Атыңыз ким байкесин? Да. Успеев Эльдар Эрнисович, да? Вы понимаете, что вы нарушаете сейчас мои права как журналиста? Я не могу вас пропустить. Вы понимаете, что вы нарушаете мои права как журналиста? Почему не понимаете? Почему вы не защищаете мои права как сотрудник? Не, вы основываясь на чем меня не пропускаете? Запрещено пропускать. Что значит запрещено? Вот у вас, знаете, было бы, вот, допустим, согласовано, да? Вы бы сначала договорились. Каждый человек сюда согласованно должен приходить? Вы сюда не имеете, это государственный объект. Это государственный, это не режимный объект, это две разные вещи. Государственный объект. Вы знаете, что такое государственный объект, что такое режимный объект? Вы человек в форме. Здесь, Вы почему не разделяете две такие вещи? Это называется КПП, контрольно-пропускной пункт. Я пропускаю только тех людей, которые вот основными... Почему здесь вообще контрольно-пропускной пункт стоит? Я вот как гражданин я сюда пришел. Почему здесь вообще контрольный пункт какой-то стоит? Здесь не положено. Не, вот вы его почему не пропускаете? Вот что у него не то? Пропустить, понимаете, у вас камера, чтобы вы с ним... И что? Сюда пройти, пожалуйста, люди будут проходить. Нет, основываясь на каком законе? Вот вы мне скажете, вот есть такой закон, я вот на этом законе основываюсь и вас не пропускаю. Назовите мне этот закон. Я вас сейчас вспомню. У меня сейчас в необновленном виде есть в данный момент. Эльдар, вот вы послушайте меня. Вот, послушайте меня, Эльдар. Я пришел сюда взять общественно интересующую информацию, да? Вот вы как вы думаете, вот я сейчас туда зайду, мне зачем туда заходить одному? Смысл мне туда одному заходить, если я людям показываю, что вот так надо работать? Но если вас имеет смысл, у меня, знаете, вот, я не могу вас пропустить всех вместе. Основываясь на каком законе? Вот закон мне скажите, я вам говорю закон. Я вам могу сказать, если у меня правила такие, мне устанавливают... Мне без разницы, я как... не имею права что-то... Правила деген понятие жоқ, байке. Есть правила, У меня нет. есть закон. Здесь поставили, я... Есть закон. Я не могу, понимаете, пропустить. Вы представитель закона? Я не могу понять. Я представитель, но я не могу... Я вам читаю свой закон, да? Проходите. А? Вы что делаете вообще? Вы почему права людей нарушаете вот таким вот образом? Какие-то правила? Что за правила? Вы нарушаете мои права как журналиста. Я вам еще раз говорю, я вам представляюсь. Меня зовут Эрулан Кукулов. Вы по центру, вот как вы, может быть, там, это, знаете, уже предприниматель, это уже другое. Я журналист. Я вам показываю удостоверение. Я понимаю, я смотрел, я понимаю. И что? Зачем вы ограничиваете мои права тогда? Но я не могу вас, понимаете, это... Здесь государственное. Вы меня можете пропустить? Я вас как... Давайте. Камеру не могу пропустить. В смысле? Уроните камеру, будете оплачивать. Руки уберите от меня. Камеру, пожалуйста. Руку уберите от Оставьте меня. камеру своего товарища, оставьте. С какой стати? Так положено. Оставьте свою. Где положено? Вы мне по закону объясните. Руки уберите от меня. Камеру оставьте. Нет, по закону вы мне скажите, где Вы положено. мне камеру оставьте. Где положено? Куда пройдете? Нет, мне по закону. Я не могу. Я оставлю эту камеру, если вы мне по закону скажете. Вот такой закон Нет, запрещает. допустим, если вы согласуете, допустим, вот так, я... С кем мне согласовывать? Кто у вас Сейчас есть вот закон? оставьте камеру, Нет, пойдите кто 216 закон у вас? в кабинет. Вы перед людьми сейчас позоритесь, вы понимаете Я не это? позорюсь, я выполняю свою позоритесь. функциональную обязанность. Какие функциональные? У вас Запрещено впускать в камере или Нет, что-то. я вам еще раз говорю, закон. Какой закон запрещает сюда заходить с камерой? Вот прям закон. Вот эта статья запрещает. Скажите мне. Камеру Нет, скажите мне, я оставлю. Вам запрещено сюда. Закон. Какой закон? А, закон? Какой закон? Статья такая-то, такая-то. Уят полностью? Я помню, я тоже я не хочу просто силу применять, пожалуйста. А вы не имеете права. У вас оснований нет. На каком основании вы будете силу Вам применять? вообще запрещено было проходить, я вас не пропускал. Я вас Вы пропускал кто? одного. Я? Вы кто? Да. милиционер, что- Я вот один прохожу. Вот один Пожалуйста, прохожу. камеру оставь, пожалуйста, проходи. А вы не думаете, что я на телефон могу снимать, например? Снимайте на телефон. Вот так, да? То есть Да? на телефон я могу снимать, а на камеру нет, да? Вам не кажется, Там что в это моей глупо? инструкции в телефоне не написано, там только как. Где ваша инструкция? Вы покажите мне эту инструкцию. обязан вам. Вы обязаны мне показывать. Вы мне вам запрещаете ничего раз? не обязан. Я вам ничего как Я тоже тогда вам ничего не обязан тогда. Тогда извините меня. Пройдите сюда. Я вас нормально прошу. Руки уберите. Я вас нормально Руки прошу. уберите. Я нормально вас прошу. Что за беспредел такой, Вайке? Вы что делаете? Понимаю, но вам не... Можете, пожалуйста, на томат? Не, вы сейчас что делаете? Вы мне объясните. Вам нельзя... Держи спойкер. Вам за... Нормальный? Держи спойкер. Нормальный? А? Что это такое вообще? Да, конечно, я говорю, пропускайте. То есть, через его жизнь.
Пройдите сюда, уважаемый. Я не могу вас пропустить. Основываясь на каком законе? Вы руки уберите. Мне свои инструкции, если мне- Я же вам не сопротивляюсь, правильно? Вы сейчас сопротивляетесь со мной. Нет, уважаемый. руки уберите. Пожалуйста, будьте добры, сюда. Руки уберите, вы сейчас повредите мне ремень. Руки уберите. Валик Маслом. Куда спика? Biz bu arız boyunca gelgenmiz. Hadi. Arız boyunca gelgenmiz. Bizde ikinci etaz ötülü dedi. Приемныйдан. Бұл байкез бізде өткөрбөйт. Приемныйдан çalıştığı gibi bizge молотой здесь бизге бияктан деген именно азык стерин алып. Жо, мага ал байры, мен азыр экинчи этажга кирем, өзүмдүн кабинетиме. Я и так стараюсь не мешать там, да? Могу байкел өзүнчө өзү солот. Жекин бияктан деген Мен ага тиешем жок, түшүнүп атасызбы? Мен башка кабинетке кирем. Жок, түшүнүп атам. Бизге азыр ушундай указание болуп атат. Биякта эч ким кирбейт. Сыртын баарын жаап азыр. Көрүп атпайсыз сыртын баарын. Эч ким жаппай эле, мына приемныйдан, мына камерага тартылды, кабылдоонун жиберди. Киргиле экинчи этажга барып ошол жерден сурагыла деди. Ага приемныйда айтып берет да, бизге деген биякка чалып ачыш керек да. Ким ачыш керек? Сырттан тияктан ачыш керек да. Если вы, получается, изначально согласовали бы с этим человеком, Я ни с кем не буду согласовывать, я журналист. Я журналист. Они, может быть, везде, где Да. вы бы не были, они, может, там и действуют, но здесь внутри... Почему? Здесь не положено. Нет, это почему? государственный объект. И что? Если запрещено ходить камерами или еще что-то. Есть режимные объекты, где запрещено с камерой ходить. Государственный объект – это не режимный объект. Это не Белый дом. А я еще здесь, меня здесь наняли, чтобы я цветочки поливал. Я не знаю, зачем вас вообще сюда наняли, если честно. Наняли. Я нарушаю какой-то порядок сейчас на данный момент? Какой порядок я вас нарушаю? попросил 3 раза, Байка, пожалуйста, выйдите, мы ждем делегацию, правильно? В итоге вы не выполнили. Что вашего одного из сотрудников выгонять, правильно? Выталкивать, это правильно, Всё да. правильно? Нет, это правда. С какой стати вообще вы имеете право рукой кого-то Я вас трогать? спросил по-человечески, почему? По-человечески, Бакема, по-человечески деген сөзден нам понятие деген сөз айтмасыз, законмен сөйлесеңіз. Почему я должен вас слушать, когда Потому вы меня что, не слушаете? нет, вы разговариваете по закону. Вы представитель Я вам закона. нормально объясню, Вы представитель. по-человечески. Мне не надо по-человечески, вы по закону мне По-человечески вам объясните. нормально. Я вам объясняю по закону. Статья 4, закон о журналистике. Я имею право добывать информацию, которая преследует общественный интерес. Если там где-нибудь на улице, без проблем, но не здесь, а внутри. Байкеч бизде азыр мүмкүн маалда азыр ушундай болуп атат да. Бияка кирген болбойт. Данное время. Да, Николай? С камерой вам нельзя проходить, уважаемый. Я сейчас буду на сотовый телефон снимать. Какая разница? Вам не положено. Байкеч түшүнүшпүсүз? Все, какой кабинет? Вот нет камеры. Какой кабинет? Мен командир жақта отырсыз, да? Вы здесь это тогда, мындай адамды бересіз. Вот так вот происходит. Сейчас я включил камеру на сотовом телефоне. Вот, потому что сюда с камерой нельзя, а почему-то с сотовым телефоном здесь можно снимать, оказывается. Если вам без разницы на все. По-человечески я вас прошу. Не надо мне по-человечески просить. Не Сейчас надо. я вас прошу. Не Просто надо мне по-человечески просить. Я вам еще раз говорю, вы просите по закону. Если по закону это запрещено, я... Пожалуйста, это внутриобъективный режим. Здесь запрещено какие-то видео. Байки, это не спецрежим, я вам еще раз, не спецобъект, я вам еще раз объясняю. Это спецобъект. Для чего тогда здесь специализированная охрана здесь? А суммный специализированная охрана бар, білесіз бе? Алло? Алда спецобъекта. За это я не могу ответить, но здесь я лично так. Вот эти люди, думаете, они гражданские? Простые? Они тоже госслужащие работают. Они, Здесь да? запрещено снимать так? Почему? Где написано госслужащих запрещено снимать? Ну, здесь внутри не... Я не спайке, где написано? Я не с такими снимаю. Эльдар Байке, где написано? Ну, у меня написано в инструкции, я выполняю ее. Я не такой Хорошо, орган. хорошо. Пожалуйста, телефон только, хорошо, договорились? Что ты уже запер, по-моему, телефон? Давай телефон. Байке, қойшы дейін. Я с вами рядом стою, что вы? Қолман нормально Хотите, өзім что теле. вы Я что, задержанный, что ли? Болды дейм, а Что вы хотите, а потом вы идите. Все, ребят, уходим по той простой причине, что вот этот байкешка там начал на меня руку поднимать в этом. Мы на этом работу заканчиваем сегодняшнюю. Вот так вот милиция ведет себя в Кыргызстане. В общем так, милиция, которую вы у входа поставили, по какой-то причине меня не пропускает с камерами. Ответ я только там могу получить, что ли? Сюда могут эти специалисты спуститься? В общем, получается так, да, то есть... Сейчас, подожди. Уточню. Да, уточните, пожалуйста. В общем, получается так, что Да, я поняла. могут продавать все, что угодно в магазинах.
да, Минэконом, мы, оказывается, с камерами зайти не можем, и никто нам никакой ответ давать не собирается. Мы вообще где живем? Это Кыргызстан, это вообще республика? Это полноценная республика? Я не могу понять. Где права журналиста, где права человека? Здесь? Да. В Ломойке мы сейчас переговорили ответственным сотрудникам. Они сказали, хорошо, вы можете пройти, только без камер. Вы сами можете. Кто ответственный, вы мне скажите? Вот сейчас мы пройдем вместе. Пошли ко мне в кабинет. Нет, подождите, я туда заходить не буду. Почему какой-то человек диктует мне, что мне делать? Это моя работа. Вот Не, ладно, вы же сейчас- форму носите, не, правильно? подождите, сейчас нет, подождите. Это моя такая же работа. Ага. Мы сейчас пройдем. Игорь, если он будет, скажет, хорошо, тогда приведите этот, я сам спущусь и пройду. Согласны? Нет, пускай этот нам согласие дадут, я только тогда с камерой вместе зайду. Я вам позвоню, трубку и там. Хорошо. Что, байке, мындай болуп атат да? Сиздерге кечирип коюңуз. Бирок мындай болуп атат да? Мыйзамга баш ийбей атасыңар. Силер да ийбей атасыңар, тиги байке да ийбей атат да? Мыйзам бар да? Сиз аны түшүнүп атасыз да, туурабы? Сиз жок, сиз Повторяю еще раз. Телефон. Говорите. мне без камер там делать нечего, это моя работа. Это именно Сереж Пашин. Делегация кетти? Нет, еще не. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Не, я буду подниматься только с камерами. Что? Нет, это моя работа, Байке. Вы знаете, да, как бы это. Я на работе сейчас, как бы. А у меня работа связана с камерами. Без камер мне у вас делать нечего. Вас как зовут? Нет, как, в смысле друга. Ну вот люди, да, вот какой-то человек там сидит, там что-то, оказывается, я должен без камеры зайти там и в другой раз там. Так что у нас? Ответа нет, да? Получается так же? Я не знаю. Нет, вы подождите. Давайте решим этот вопрос более культурно. Хорошо, давайте вот так сделаем. Я же говорю, пойдемте поднимемся. Вы знаете, вот, который вам вопрос. Если вы там договоритесь с этим человеком, если он скажет, пускай я спущусь, проведу, ребят. Согласны на такое? Я же вам нормальный упрощенный вариант. Хорошо, только ради зрителей, да? Только ради зрителей я это сделаю. Я бы так не пошел бы на это. А? Вы... Все, женщина.